Hello, dear viewers. Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу первую сессию «Ответы на вопросы» касательно международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Время правды», которая проходила в прямом эфире 4 декабря на тысячах онлайн-платформ и переводилась синхронно на более чем 100 языков. Это беспрецедентное событие было организовано независимыми волонтерами проекта «Созидательное общество» из более чем 180 стран. Почему она переводилась на столько языков? Потому что она представляет жизненно важную информацию касательно основных кризисов, с которыми сталкивается человечество сейчас. С одной стороны, это климатический кризис, а с другой стороны, это кризис экологический. Почему разрушение нашей окружающей среды является исключительностью ответственностью людей? И мы не можем влиять на климат. Причины изменения климата являются не антропогенным фактором и не выбросами СО2. На конференции многие ученые и эксперты со всего мира обсуждали настоящие причины изменения климата. Циклические космические события, которые происходят сейчас, и катастрофические последствия, с которыми столкнется каждый человек на этой планете в ближайшем будущем. Это на самом деле вопрос жизни и смерти для каждого человека, потому что мы все живем на этой планете, и у нас нет запасной планеты. Ситуация уже сейчас становится драматической. Мы видим стихийные бедствия глобальных масштабов, которые происходят уже по всему миру. Торнадо, землетрясения, извержения вулканов. Но есть одно решение — созидательное общество. Это обозначает объединение людей вокруг одной этой цели, когда на первом месте является жизнь человека и защита человеческой жизни, что является самым ценным на этой планете. Информация, которая озвучивалась на протяжении всех 12 часов конференции, действительно должна быть донесена до каждого человека на Земле, потому что от этого напрямую зависит наше с вами будущее, будущее наших родных и близких. Зная правду о той опасности, которая над нами нависает, правду об истинном враге человечества, просто невозможно не действовать. Для предупреждения этой беды, без преувеличения, сейчас от активности каждого человека в распространении информации о конференции о созидательном обществе зависит судьба всего человечества. Конференция произвела огромный резонанс среди людей со всего мира. Во время прямого эфира и после него нам приходило множество вопросов. Поэтому сегодня с большим удовольствием мы хотели бы ответить на некоторые из них. Кристиан, давайте начинать. Спасибо большое, Марина. И я бы хотела начать с первого вопроса. Очень интересный вопрос, который мы получили от многих зрителей. Кто станет во главе созидательного общества? Как может существовать мир, если не будет руководителей? То будет ли порядок? Лесли, что вы думаете по этому поводу? Мы, знаете, как люди, мы знаем все, что есть правительство, и мы все голосуем за правительство. Мы выбираем тех, кого мы считаем потенциально наилучшими менеджерами. И в этом вся идея лидерства. То есть, что лидер — это тот, кто правильно управляет, кто делает то, что правильно является правильным для человеческой жизни. И мы именно этого ищем в наших лидерах и стараемся это делать сами. То есть все зависит. Полностью с вами согласен. На самом деле есть большая разница между менеджером, координатором и правителем. Мы как общество просто должны делать хорошую работу. Если кто-то ответственный нехорошо делает свою работу, он просто должен быть заменен. И это как раз-таки тот инструмент, который должен быть использован в обществе. Это то,
что мы не применяли по отношению к нашему обществу. А другой вопрос, который не умещается на данный момент в человеческом разуме, это кто финансирует созидательное общество. Как это возможно, что такое большое количество людей делает что-то без финансовой поддержки? И я бы хотела спросить вас, всех, кто задает этот вопрос, кто мне должен платить за то, чтобы я заботился о своем будущем? Кто должен платить вам о том, чтобы вы заботились о своем будущем? А разве вы не видите, куда мы вообще стремительно катимся, к этому тупику, в котором нет будущего? Кто должен нам платить, чтобы мы начали заботиться и что-то делать для нашего общества? И кто это будет делать, если не мы? Мы на самом деле старались поговорить мы старались затянуться до звезд, до популярных людей, и мы видим, что им все равно. И никто не прикроет наши спины. И мы понимаем, что я, например, я не получаю деньги. Все люди, которые здесь, не получают деньги. Вся наша техническая поддержка — это обычные люди. Мы все обычные люди, которые понимают, что это на самом деле важно. И пока вы сидите там и смотрите это, вы можете сделать столько много для своего будущего и будущего для своих детей. Поэтому почему бы вам просто не присоединиться и увидеть, как это работает изнутри, что нет никаких финансов, но есть только обычные люди. Да, спасибо большое, Тали. Я тоже хочу подчеркнуть. И хотелось бы сказать, что никто не получает прибыли от этого проекта, а все люди получат от этого преимущества. Мы инвестируем наше внимание, наши ресурсы в наше будущее. И мы представляем это. Мы делаем все, что мы можем, чтобы подарить это всему человечеству. И также мы просим всех присоединиться к нам. И это очень легко. А можно научиться, как техническую поддержку осуществлять другие активности и так далее. И это действительно прекрасно, когда мы видим эти результаты. И это действительно очень великолепные вещи, которые происходят. Также будет вопрос, как мы это делаем. Такие глобальные конференции, столько языков. Организация работы всех людей. И это на это должно потратиться много денег. Но скоро вы увидите тех людей, которые готовили конференции 4 месяца днем и ночью. И это видео будет скоро опубликовано, и мы увидим, как это организуется за сценой. И люди со всего мира увидят это. И увидят этих настоящих героев, которые создают историю прямо сейчас. Это единение людей. Но чем поможет единение? Что значит это объединение? Поделимся ли мы с частной собственностью или что? Конечно же, нет. Это очень большое недопонимание. И единение — это значит объединиться в одной цели. Поставить жизнь человека на первое место. Когда каждый поймет, что человеческая жизнь — это наивысшая ценность, все наши ресурсы, внимание, идеи, навыки, способности, все, что у нас есть, и это все будет способствовать защите жизни человека и улучшению жизни человека, удовлетворению необходимых потребностей. Но для этого мы должны объединиться вокруг этой идеи. Что это значит? И если этот вопрос не слишком объяснен еще, если у нас будет цель именно выживания и успеха в этом, сейчас люди стараются только увеличить профиль своей заработки. Но если мы будем концентрироваться на улучшении жизни человека, и если каждый будет преследовать именно будет совершенствовать свою профессию,
Если врач будет лечить, и особенно заниматься тем, чтобы болезни вообще не возникали у человека. А журналист также сейчас находится под прессом современного формата общества. If we have a manager or an entrepreneur, you release this pressure of building the company. Если будет менеджер или предприниматель, у него будет это давление, ему нужно строить компанию, потом нужно фокусироваться на том, чтобы быть в конкуренции, вместо того, чтобы заботиться о своих сотрудниках, о том, что у них есть нормальные рабочие условия, что они чувствуют себя в безопасности, одновременно, чтобы обеспечивать наилучшее качество продукции и услуг для потребителей. Если мы поставим человеческую жизнь на первое место во всех наших экономических отношениях, социальных отношениях, то это полностью переключит наш менталитет и наши цели. И это именно для этого нужно объединение. Мы выходим из дома, мы идем на работу, но уже будем туда идти совершенно для других целей. Забудем деньги, забудем прибыли, мы будем все это делать ради жизни. И мы такое можем сделать только вместе. И потом возникает вопрос, как же объединение помогает в ситуации, когда идут изменения климата? Просто должно быть глубокое понимание объединения и его преимуществ. Если люди объединятся в глобальном масштабе, что также включает исследователей и ученых, и все вместе будут исследовать эту проблему, тогда будут достигнуты большие успехи. И главное, достаточно быстрые успехи, а не так, как это происходит в настоящее время. А не так, как это происходит в настоящее время. Отдельные группы исследуют по отдельности с ограниченными ресурсами то ради престижа или славы, а не ради блага людей. Объединив всех людей, мы получаем практически неограниченные возможности для защиты жизни на нашей планете. Какие средства, спросите вы? Я приведу здесь простой пример растраты ресурсов. Один из самых богатых людей в мире тратит миллиарды, которые он заработал благодаря всем нам, на колонизацию мертвой планеты и возвращение ее к жизни, вместо того, чтобы спасать нашу планету, инвестируя в технологии, которые могут спасти наши жизни. И мы видим этот феномен со многими из таких людей, которые думают только о себе и своем эго. Насколько важно для нас вообще спасти эту планету? Мы даем им деньги, чтобы они могли осуществить свои мечты, но спасут ли они нас с помощью этого? Если мы все объединим усилия, у нас появятся невероятные возможности, тем более технологии, которые давно разработаны, но не имеют смысла в обществе потребления, ориентированном только на власть разрушения. Если задуматься, у всех была бы бесплатная энергия и многое другое. Но глобальные проблемы так можно решить только глобально, только сообща. Если мы ставим жизнь каждого человека на первое место, то это будет естественно делать все возможное для ее защиты. Да, это вообще удивительно наблюдать, как у нас в Америке, в нашем обществе переход идет от карьеры, от других к другому совершенно укладу. Сейчас уже приходится делать какие-то другие вещи для того, чтобы заработать деньги. Сейчас рекламируется абсолютно для всех, чтобы мы спешили. Если посмотреть, например, от низшего класса, они крутятся, вертятся, чтобы что-то заработать. Но если посмотреть на средний класс, то то же самое сейчас происходит. Сама идея в экономике, что люди постоянно работают. Они работают и работают, и это укрепилось. Надо посмотреть, что же происходит. И это ужасно, что настолько люди на это ведутся, они продолжают жить в этом формате, продолжают работать для того, чтобы кто-то другой зарабатывал себе и становился богаче.
На самом деле люди, рядовые люди, они не видят, что происходит, что они делают, что они просто зарабатывают дополнительные средства для властимущих. И это ведет в никуда. Нам нужно смотреть на все по-другому. В первую очередь мы должны заботиться и смотреть друг на друга, мы должны сотрудничать. И это нам нужно создавать созидательное общество для того, чтобы это общество создавало эти условия для нас. Да, Лесли, спасибо большое. Я полностью с тобой согласен. И другой вопрос. Хорошо, мы можем объединиться, но как мы повлияем на ядро Земли? Потому что на конференции мы явно увидели, что ледники тают снизу вверх, и они по-другому. И на самом деле нагревается Земля изнутри. Именно ядро сдвигается, и изменение Земли происходит изнутри. Как мы можем повлиять на это, даже если мы объединимся? Ну, то есть, во-первых, ядро Земли не смещается просто так, без причины. Оно смещается, потому что это галактические процессы и циклические процессы, потому что наша Солнечная система и наша планета проходят определенную область в космосе, где мы еще не изучили достаточно это излучение. Там проходит гамма-излучение, и на самом деле излучение, которое еще нам неизвестно. Это все происходит во всей Солнечной планете. Нам необходимо разработать другой вид энергии для того, чтобы защитить нашу планету от этого влияния. И здесь нам нужен потенциал всей нашей планеты, потенциал всех наших ученых, исследователей, абсолютно разных областей науки. Без созидательного общества это, в принципе, невозможно. Но мы знаем, например, когда была Вторая мировая война, и был вопрос выживания, если мы сделаем ядерное оружие или нет. Нам удалось мобилизировать все свои усилия даже в отдельных странах и сделать это в течение нескольких лет. Поэтому сейчас это вполне возможно, обеспечить безопасное будущее для всей планеты, для всего мира, защитить нашу планету и наше ядро от любого излучения, которое может исходить из космоса. Но на данный момент у нас даже нет достаточной информации об этом излучении, потому что мы слишком отвлечены потребительством. Мы зарабатываем деньги и тратим наше внимание на СО2, и ничего другого нас просто не интересует. Это проблема потребительства и искажения правды. Возможно, Алекс что-то добавит по этому поводу. Да, спасибо. Да, я хотела бы немножко сказать по этому поводу. Вы упомянули те моменты, которые, когда отвечали на вопросы, они достаточно очень сложные. И эти вопросы касаются разных сфер, и нам нужны ресурсы. Работа должна организована быть хорошо. И нам нужно потратить много внимания и времени, чтобы это изучить. Как мы можем это сделать в потребительском формате общества? И существуют ресурсы, но они очень разрозненные. И что нам нужно создать условия, чтобы ученые сотрудничали. И тогда это будет решением этого вопроса. И созидательное общество создаст условия, чтобы помочь ученым, и инженерам, специалистам, всем людям, которые могут решить эту проблему, смогут помочь собраться и поработать на благо всего человечества, чтобы спасти наши жизни. И это спасет жизни всех людей. И будет ли тогда это нерешаемая проблема? Нет, мы можем это сделать. И будет очень хорошая мотивация. Также, чтобы объяснить сложность этого вопроса и решение, я хотел бы пригласить вас посмотреть фрагмент из программы с участием Игоря Михайловича Данилова. Игорь Михайлович, а вот за счет чего человечество может противостоять этому воздействию? И вот это вот самый важный вопрос. Почему нам нужен весь человеческий потенциал,
Почему это не может сделать кто-то отдельно? Да? Потому что, ну, во-первых, мы не обладаем этими знаниями, мы не обладаем такой энергией. Надо понимать, что сила воздействия, которая происходит на нашу планету, она огромна. И вот все энергии, которые есть у нас на Земле, к которой мы имеем доступ, ее не хватит, чтобы противопоставить той силе воздействия, которая происходит. И здесь тоже есть маленький нюанс. Ну, я просто поясню для понимания. Не будем сильно вдаваться в это займет массу времени, я понимаю, что людям будет любопытно. Но воздействие идет не на макро, а на микроуровне. То есть это не прямое воздействие макрообъектов в космосе на макрообъект. Это взаимодействие на микроуровне между частицами. Это огромная энергия. Ну, опять я понимаю, возникнет вопрос, но как это между крупными взаимодействия? Это же огромная энергия, а между частицами это слабое. Ну, вот, понимаете, наука у нас сейчас находится в таком состоянии, что на многое мы пока не можем ответить. Вот для этого нужен общий потенциал, чтобы на это ответить. Взаимодействие между частицами, между теми, из которых состоит вся наша Вселенная, оно происходит на энергетическом уровне. Это обмен информацией, это взаимосвязи. Здесь рождается и гравитация, и многое другое. И вот эти вот взаимодействия, они очень сильны. И посмотрите, что происходит с планетой. Ведь дестабилизация идет изнутри планеты. А все остальное — это следствие, которое мы видим. И вот некоторые скажут: а как же на других планетах, друзья мои? И на других планетах тоже. Мы видим, что происходит сейчас в Солнечной системе, на других планетах, да? Ну, те же оползни на Марсе, многое другое тоже, и активность, и все другое. Поэтому все это цикличность. Просто что об этом как-то не модно говорить, да, или как-то, или СО2 не может же повлиять на Марс, что там образовались его оползни, показывается нестабильность, да. Но воздействие идет в основном на те планеты, в которых есть ядро, есть магма. Если это просто камень, он камнем и останется. В нем, да, в нем нечему возникать диссонанс. В нем сплошной резонанс между частичками, он просто камень. А наша планета, она очень сложна. Есть ядро, есть магма, есть кора, есть атмосфера. То есть это разные сферы, которые, вот как в организме человека, но они согласованы. Это образуется единый организм. Нарушения, допустим, костной структуры у человека, они приведут к чему? К необратимым последствиям. Также в сосудистой или в другой части. Ничего бы мы не взяли. Да? Любая система, любое нарушение, оно приводит к глобальному разрушению организма. Так и у нас здесь. И вот противостоять, чтобы этому, нам нужно что? Равное по силе противодействия. Ну давайте я приведу простой пример. Ну, поэксплуатируем Татьяну, к примеру, для вашего понимания. Вот я, допустим, беру и слегка толкаю, да, и она отклоняется. Почему? Потому что есть сила воздействия. А вот теперь сопротивляйся. Вот видите, то же самое воздействие, оно не отклоняется. Почему? Потому что она противодействует моему действию. Вот если мы не выставим это противодействие, то наш мир, он просто разрушится. Примером тому тот же Марс. Умные поймут, глянут и посмотрят, к чему мы катимся. А почему? Потому что причина та же самая, и следствия будут те же самые. А вот опять-таки здесь не только надо обладать этой энергией, а для того, чтобы ей обладать, нам нужно открыть эти источники. Но еще и понимать, что это такое, да, и как этим пользоваться. Например, мы неправильно используем эту энергию. Вот давай я буду тебя толкать, а ты с той же силой в другую сторону приложишь. Вот, видите, она еще больше, чуть не упала. Почему? Даже легкое прикосновение, да, она вложила много силы, но не в ту сторону. Так вот, если мы ошибемся, мы еще быстрее убьем свою планету. Я думаю, теперь понятно, да? Ну, и опять-таки, почему нужен потенциал, почему нужна энергия? Ну, давайте на другом примере вот приведу, да, чтобы построить и сделать это все. Почему? Потому что это сложный процесс. И здесь нужны все люди. Весь наш потенциал нужен. И почему мы не могли это сделать, когда у нас было 7 миллиардов, почему мы это можем, когда у нас практически 8 миллиардов? Потому что наш потенциал увеличился. Потому что задача многообъемная и многоуровневая. И решать ее нужно соответствующе. Огромное
Огромное спасибо Игорю Михайловичу за эту информацию. И ведь действительно, что дает созидательное общество? Оно дает объединение интеллектуального ресурса всего человечества, всех величайших умов, всех ученых. И Игорь Михайлович сказал, что это взаимодействие, галактическое взаимодействие, которое создает эту цикличность катаклизмов, оно действует на микроуровне. Это значит, что нам нужны не только климатологи, метеорологи, геологи, нам нужны и физики, астрофизики, те, кто разбирается в квантовой физике. Нам нужен весь интеллектуальный ресурс, и он у нас есть. На планете огромное количество умных людей. И объединив этот ресурс в созидательном обществе, мы очень быстро сможем найти решение. Но времени как раз у нас осталось немного. И вот еще один вопрос, который прислали наши зрители. Если есть столько доказательств того, что ледники тают снизу, почему об этом не говорят? Ну, наверное, в первую очередь это вопрос не к нам, а к ученым. Почему об этом не говорят? Потому что вы, наверное, удивитесь, но абсолютно все исследователи, кто изучает таяние ледников, знают о том, что таяние, например, Западной Антарктиды происходит снизу вверх. И это происходит только в ее западной части. И мы перед конференцией связывались с полярными исследователями. И они говорили, что это таяние происходило снизу, и это очень широко известный факт. В Антарктиде круглый год минусовые температуры, и лед не может таять сам по себе по каким-либо причинам. Но что во много раз важнее, это то, по какой причине происходит таяние снизу сейчас. И в конференции 4 декабря было представлено видео, в котором, как раз вы видите его на экране, было указано множество работ о том, что это таяние происходит из-за геотермального тепла. Это не мы придумали, мы просто собрали работы, которые смогли найти. И наверняка их есть еще во много раз больше. Джеймс Кэмис, Карен Хейвуд и многие исследователи приходили к выводу и писали множество работ, что это связано именно с геотермальным теплом, а не с антропогенным фактором. Потому что Западная Антарктида — это огромный вулканический регион. Сейчас там активно 12 вулканов. И известно также, что под ледником Туэйтса, ледником Судного дня, почти такой же геотермальный поток, как даже в регионе недалеко от Йеллоустоуна. И под вторым самым известным тающим ледником Антарктиды, Пан-Айлендом, найден вулкан. Так вот, задайтесь вопросом, почему вулканы не способны нагреть воду? Разве там нет гидротермальных потоков горячей воды, которые есть абсолютно во всех вулканических регионах? Зачем нам нужно слушать сказки про нагретую воду, которую нагрел человек где-то далеко, далеко от Антарктиды? Схожая ситуация наблюдается и в центральной части Гренландии. И про это также прекрасно рассказал геофизик Иван Кулаков в конференции. Причина, почему исследователи таяния ледников полностью игнорируют геологию и данные о тепловом потоке, она, вероятно, все та же. Если сейчас в потребительском формате общества ты не говоришь про антропогенный фактор, то твои исследования не финансируют. Но знаете, что важнее всего? Это почему эти ледники начали так интенсивно таять в последние десятилетия. Это значит, что происходит повышение магматической активности как результат цикличности катаклизмов 12 тысяч лет. И вот от правдивой информации о причинах изменения климата сейчас зависит, сможем ли мы успеть объединиться и противостоять настоящим причинам изменения климата. Поэтому дерзайте, расскажите про конференцию, про это видео всем своим знакомым, в том числе ученым. И давайте займемся уже действительно важными исследованиями для всего человечества. Спасибо. Спасибо, Лиза, за это прекрасное объяснение. И Игорю Михайловичу за то, что поделились своей информацией о влиянии на ядра. И часто нам задают вопрос, почему наша конференция не транслировалась на основные каналы, телевизионные каналы, и обращались мы к ним. И сначала я отвечу на первую часть вопроса. И медиа
В медиа владеет только всего 6 компаний владеет всеми этими медиа. И они создают большие конгломераты. И, конечно же, мы попытались до них достучаться, мы им писали имейлы и через разные средства, но ответа не было. И просто потому, что это из-за потребительского формата нет денег, чтобы озвучить эту информацию. Поэтому вы нам нужны. Когда мы позже обсудим этот вопрос, что каждый человек должен предпринимать определенные действия. Нам нужно говорить с каждым человеком и донести эту информацию до всех. Спасибо. Děkuji, Jasone. Další z otázek, které přišly, budu citovat. Celý problém... Добрый день. Следующий вопрос, который был задан, вся проблема о политиках. Как повлиять на них? Важно осознать, что проблема не в политиках, а в нас самих. Мы сами дали им власть, и теперь злимся, что они делают то, что делают. Но они тоже всего лишь люди. Они сами не знают, как с этим справиться. Они не знают, как выйти из этого замкнутого круга потребительского формата. Вот почему мы все должны понять, что пока мы перекладываем ответственность за свою жизнь на кого-то другого, и я имею в виду не только политиков, но и окружающих нас людей, ситуация не изменится и будет становиться все хуже и хуже. На данный момент жизненно важно, чтобы каждый, кто видел конференцию и узнал о созидательном обществе, распространял эту информацию везде, где только может. Если мы понимаем критичность ситуации, которая сейчас набирает обороты на планете, и хотим жить, мы должны взять свою жизнь в свои руки. Никто не сделает это за нас. Ни наши родители, ни наши друзья, ни наши партнеры, и уж точно никто из политиков. Да, спасибо большое. И следующий вопрос, который мы получили: как реагирует правительство на эти острые и неудобные вопросы? Как они и вообще реагируют ли они? И как они комментируют климатическую ситуацию? Исходя из нашего понимания, и той информации, что мы собрали, любые неудобные и острые вопросы, они просто игнорируют. На самом деле хороший вопрос, потому что нам самим было бы интересно знать, как бы они прокомментировали эту климатическую ситуацию, потому что, к сожалению, мы отправили большое количество писем, большое количество приглашений на конференцию, и мы не прошли через секретарей, и мы не получили многих ответов, то есть многие нам просто не ответили. И если, чтобы было практическое понимание того, сколько писем мы отправили, я передам слово Дэвиду. Да, спасибо, Ольга. Я хотел бы коротко рассказать вам о том, что мы испытали, какой у нас был опыт. На самом деле, за 4 месяца мы написали 3000 писем в Организацию Объединенных Наций, в ВОЗ, Всемирную метеорологическую организацию, в межправительственную группу экспертов по изменению климата, Европейскому парламенту и всем лицам, принимающих политические решения во всех странах. Так что мы проделали большую работу, и каждое письмо было написано лично и отправлено по почте. Но мы избрали политиков и отдали им свои голоса. И спрашивается, что они делают? На самом деле, они должны наше будущее, работать на наше будущее, преследовать наши интересы. И мы очень четко написали в письмах, что это очень важно. Речь идет о будущем нашей планеты, которая находится в очень-очень критическом состоянии. И попросили об этом. Воспользуйтесь возможностью выступить на конференции, скажите свое мнение. И если честно, речь идет о нашем общем будущем. И мы предполагали, что это никого не оставит равнодушным. Но для нас это был настоящий шок. Из этих 3000 политиков
и даже 5 человек не откликнулись и приняли участие в конференции. И это показывает нам, что общество в его нынешнем виде, общество, которое нацелено на потребление и власть, на самом деле находится в режиме саморазрушения. И сейчас мы находимся в той точке, когда человечеству действительно угрожает глобальный коллапс, климатический, экономический, социальный. Конференция показала, что единственный выход — это объединение людей. Потенциал, который можно объединить, это то, о чем говорили все выступавшие ранее. У нас огромный потенциал. Мы просто должны направить его в одно направление и, наконец-то, начать находить решения проблем, которые касаются всех нас. Поэтому нам понятно, нам нужны люди, нам нужны политики, которые поддерживают созидательное общество. Лесли, я думаю, у тебя следующий вопрос. Да, это не популярно. К сожалению, это не популярно во время среди наших политиков, вообще не популярно. Именно поэтому мы сейчас видим то, что происходит в нашем мире. И вот когда мы выходили с ними на контакт, пытались с ними выйти на контакт, на самом деле это оказалось невозможным. Просто невозможно с ними связаться через какие-либо электронные почты или сообщения. А когда мы пытались и даже добивались того, что говорили с ними физически, они что-то обещали, потому что это такая их позиция, они говорят и хотят слышать только то, что хотят, и не более. И когда мы хотим получить от них какой-то ответ, видно, что они уже в какой-то позиции, они не хотят ничего менять и смотреть на это по-другому. А у вас нет денег и не можете на это влиять. Не можете влиять ни на какое производство, ни на то, как они действуют со своей позиции. К сожалению, это так. К сожалению, такая у них позиция. И мы при всем этом надо порадоваться, что действительно много хороших людей, которые тоже избираются на властные позиции, но есть политика, есть история, есть традиции, по которым они привыкли работать, есть то, что нужно сломать. Но сломать это можно только людьми, сами люди могут это сделать. Это может сделать смелость людей, это может сделать что-то еще, наш выбор, другой выбор, созидательное общество. Только таким путем мы можем что-то сделать реальным, какие-либо изменения. Спасибо, Лесли, за этот ответ. И правительство старается разделить людей, но мы не хотим разделения. Мы сами хотим не быть разделенными. И хотим ли мы этого действительно? Этот вопрос, который мы должны задать себе, что мы хотим. Если спросить людей, мы спрашивали людей по всему миру, что они хотят, и 99% ответили, что они хотят жить в созидательном обществе, в мире, гармонии, без разделения на национальности, расовые вопросы и так далее, в безопасности, как люди, и где человек стоит на первом месте. Да, именно. Идея политиков разделяет властву, и это именно то, что было создано и воплощено. И мы все согласились с этим, мы просто следуем этому. Но, опять же, это просто традиция, это что-то, что делали ваши родители, ваши дедушка и так далее. И вы никогда не было времени даже задуматься. Ну, подождите секундочку. Наверное, пришло время мне самому о себе думать,
самому решать, что мне стоит сделать, чтобы улучшить жизнь общества, какие изменения я могу привнести. И когда люди объединяются, как мы делаем сегодня, изменяться, чтобы сломать эти традиции разделения, и как мы объединяемся сейчас все вместе говорим о том, чтобы привнести это все для людей, говорим об изменении климата и говорим о новом начале, о том, что нам необходимо. Новое начало. Никакого больше разделения политиков. А общая цель для всех. Для всех в созидательном обществе. Большое спасибо, Лесли, Кристиан, Дэвид, за ваши чудесные ответы. Это нас подводит непосредственно к вопросу, который задается зрителями. Очень многие просто понимают этот термин. Я бы хотел дополнить на вопрос, кого вы называете соавторами, я не понимаю. Все очень просто. Это люди, которые знают, что весь этот пресловутый антропогенный фактор, а значит и СО2, огромная афера, на которой делаются миллиарды долларов. Вспомните на Вторую мировую войну. В те времена некоторые люди думали, что если они встанут на сторону нацистов, то получат определенные преимущества и не будут подвергаться смертельной опасности. Их совершенно не беспокоило, что люди будут умирать из-за их решения. Сегодня ситуация точно такая же. Современные коллаборационисты думают, что если они будут кивать и поддерживать эту ложь о СО2 и зеленой энергии, то спасут свои собственные шеи. Конечно, это неправда. Враг, с которым мы сейчас сталкиваемся, не заключает сделок. Климату все равно, кто есть кто. Это война. И если мы продолжим поддерживать этих коллаборационистов, результат будет неизбежен. Да, спасибо большое, Душан. Я согласна полностью. Еще один вопрос, который мы часто чаем от людей. Есть ли у нас какой-то план, как можно убрать мировое правительство? Они во всем виноваты, они жадные, они никогда не остановятся. И этот вопрос тоже поднимается. Мы все о нем помним, но в первую очередь, почему, собственно, вы думаете, что мы должны самый ценный ресурс, внимание и время направлять на исправление чего-то, что вообще не работает ни для кого? Почему мы должны наше время, создавать придумать какие-то решения в потребительском обществе? Те решения, которые нам не позволят выжить. Если мы заберем при этом внимание и время с нашей главной проблемы и начнем решать какие-то мелочные проблемы в потребительском обществе, нам просто не хватит времени выжить. У нас не будет времени построить созидательное общество. У нас не будет времени сделать противодействие, выставить противодействие климату, климатическому кризису, в котором мы уже сейчас. И у нас нет времени, мы не будем иметь времени на то, чтобы сохранить человеческие жизни. Действительно, этот вопрос сводится к тому, зачем нам вообще кого-то обвинять. Разве обвинение кого-то может решить хотя бы одну проблему? И когда-то решала ее, я не могу ничего такого вспомнить. А алчность — это чудесный пример потребительского общества. Вы знаете, что если зададите себе вопрос сегодня, почему у меня есть жадность или алчность внутри себя, вы будете точно знать, что это все связано с условиями потребительского общества, которое создает жадность, алчность. Они касаются не только членов больших правительств, это касается всех. Но нам нужно создать созидательное общество, абсолютно другие условия, которые позволят нам сконцентрироваться не на том, что гниет, распадается, ломается,
но сфокусировать наше внимание на построении созидательного общества. Общество, которое приносит пользу для всех. И мы должны это сделать. У нас нет другого варианта, у нас нет другого шанса. То есть для того, чтобы переключиться и перейти с потребительского прибыльного формата на созидательный, человекоориентированный формат, есть всего 3 простых шага. Они очень простые. Первое — нужно узнать о созидательном обществе, положительных преимуществах, которые он может принести вам и вашим семьям. Второе — вы должны распространить эту информацию по всему миру, чтобы эта информация достигла каждого человека. И в-третьих, мы должны объединиться вокруг одной идеи построения созидательного общества, в которой жизнь человека является приоритетом номер 1. И только так мы можем объединить всех людей по всему миру и сконцентрироваться на тех потребностях, реальных потребностях, которые у нас есть. Таким образом, наш человеческий потенциал в полной мере будет собран, и мы сможем решить все проблемы. И мы обеспечим, чтобы эти проблемы к нам больше никогда не вернулись, потому что условия потребительского формата уже распадаются, но они создают проблемы. Мы сейчас живем в таком обществе, но если мы будем жить в нормальном процветающем обществе, мы сможем предпринять контрмеры, мы сможем применить необходимые технологии для преодоления климатических изменений, для очищения планеты, для раскрытия своих способностей, и мы можем построить тот мир во всем мире, который нам необходим. Да, мы также можем исследовать и другие планеты, другие галактики, но на данный момент мы даже об этом не можем подумать, потому что нам необходимо предпринять 3 шага. Первый — узнать больше, распространить информацию и объединиться вокруг единой идеи. То есть созидательное общество — это формат для всех людей. Это то, куда нам необходимо вкладывать внимание и время. Да, полностью согласен. Это дает новые возможности. Это о том, чтобы созидать. Это о том, чтобы улучшать вещи. И как кто-то говорил, что это как строить новую команду, потому что мы не можем это делать в одиночку. Нам нужно создавать свое собственное, и мы это делаем вместе, все вместе. Мысли о том, чтобы обгонять кого-то или убирать кого-то, нет, мы двигаемся в другом направлении, и мы двигаемся в правильном направлении, где человеческая жизнь самое важное, и это то, куда все хотят двигаться. И мы не только в каких-то определенных странах, мы на самом деле находимся везде. Мы все собираемся, чтобы создать что-то новое, что-то лучшее, что-то для всех нас, независимо от расы, религии, независимо от цвета кожи. Мы все едины, один народ на этой планете. И пришло время нам это увидеть. Yes, thank you very much. Děkuji. Já bych ještě chtěl doplnit. Да, спасибо. Я еще хотел дополнить ohledně té otázky, kterou naši přátelé položili. На один вопрос, A že vlastně ta světová elita nepřestane. который зрители задали нам. Если у вас есть план по ликвидации мирового правительства, это все их вина. Они жадные не остановятся. У меня к вам вопрос. Значит, вы ни за что не отвечаете, вы не виноваты. Ты на самом деле святой, который отдает все, что получает нуждающимся. В этом и заключается вся суть манипуляции, которую навязал нам потребительский формат общества. Найти виновного и наказать его любой ценой. К сожалению, никто не задумывается о том, что виновником может быть он сам. Друзья мои, не кажется ли вам, что этого достаточно?
Пришло время проснуться. Давайте перестанем критиковать всех и вся и начнем менять прежде всего себя. Давайте отбросим гордость и страхи, которые только разделяют нас, и вместе построим мир, за которым нам не будет стыдно. Так перед своей семьей, детьми и всема. Спасибо. Спасибо. И здесь у нас еще один вопрос. Как можно присоединиться к созидательному обществу? Во-первых, я хотела бы сказать, что созидательное общество — это проект для всех людей. И мы говорим это каждый раз на всех наших выпусках, на всех конференциях, что это проект всего человечества. И как я упоминала раньше, что мы делали опросы по всему миру более 10 лет и опросили множество людей. И все ответили, что хотят жить в созидательном обществе. Поэтому этот проект для каждого человека на этой планете. И присоединиться очень просто. Зайдите на сайт creativesociety.com. Там вы увидите красную кнопку «Присоединиться». Просто нажмите на нее и введите информацию, через которую мы можем с вами связаться. Или отправьте нам сообщение на почту info@creativesociety.com. И чтобы человек мог понять ценность этой информации, этого понимания этого проекта. Вы уже являетесь частью этого проекта, но мы хотим о вас услышать, поэтому присоединяйтесь к нам. И вместе мы можем сделать больше. И это очень просто. И мы хотели бы услышать от вас, от каждого из вас. И я еще раз повторю, что это проект всего человечества. Да, Ольга, спасибо большое. Спасибо всем остальным, кто отвечает на вопросы людей. На самом деле, многие люди спрашивают: да, я могу присоединиться через сайт, хорошо, но что будет дальше? Сидеть и ждать, пока никто не знает, что произойдет? Да, делать. Что мы вообще должны делать? Да, те, кто не являются бизнесменами или учеными, а что же мы, все обычные люди, должны делать? Но мы все обычные люди. Мы находимся на самом важном этапе построения созидательного общества — этапе информирования. Каждый из нас может нести какую-то информацию, особенно если мы в этом убеждены. Каждый может нести свой вклад в поиск информации, что также очень важно, и поделиться ею с другими. Это самое ценное в объединении, поскольку у нас есть огромные возможности интернета. Что можно сделать даже с дивана? Я приведу здесь простой пример на примере Facebook. Например, я каждый день захожу в случайные группы и размещаю там 1-2 подходящие ссылки. И далее я случайным образом приглашаю 10-15 друзей, с которыми потом делюсь чем-то после принятия дружбы. Например, и приглашаю их на нашу страницу. Я, конечно, ничего от них не жду, просто делюсь информацией. Я могу загружать видео со своим опытом и пониманиями на TikTok или публиковать их в Твиттере. Таким образом, я могу обратиться к нескольким людям за один день, даже не выходя за дверь. Можно сделать очень многое, если просто захотеть. Друзья, каждый из вас когда-то хотел стать суперменом или чудо-женщиной. Пришло ваше время стать ими. Спасибо. Benjamin, you actually highlighted a key point, and I'm going to... Бенджамин, на самом деле ты высветил такие главные пункты. Хочу тоже к этому добавить. Все хотят быть супергероем в той или иной степени, но мы обычно драматизируем какие-то действия, как будто есть какая-то опасность, мы должны кого-то откуда-то спасать, или какие-то рыцари прибегут и нам помогут. Но здесь речь идет о том, что те действия, которые сейчас может сделать каждый человек, они простые, но они действительно героические, ведь эта информация нужна сейчас всем людям. Но они пока не знают о созидательном обществе и что они могут сделать.
Например, это просто информация через Facebook или какой-то маленький пост, видео через TikTok. Это очень простые действия. Но еще проще. У нас есть дети у всех. Мы ходим в школу, мы разговариваем с другим, общаемся с другими родителями. Мы можем поделиться о созидательном обществе, рассказать то, что у нас на сердце. Ведь нет ни одного человека, который бы не ценил жизнь человека. Или знаете, даже те люди, которые жадные, алчные, они хотят выжить, но можно им тоже об этом рассказать, ведь они хотят сохранить свои средства. Могу сказать даже более того, каждый человек сейчас здесь. Я хотел бы, чтобы все, кто сейчас здесь с нами, пожалуйста, поднимите руки. Кто из вас научился чему-то новому, присоединившись к проекту «Созидательное общество»? Видите? Видите? У кого-то не было каких-то навыков, но навыки были нужны для того, чтобы распространять информацию о проекте «Созидательное общество». Независимо, это монтирование видео, распространение информации в соцсетях, потому что на данный момент, например, какие-то инструменты, которые вы не понимаете или не знаете, или же, например, вы хотели заниматься озвучками, но никогда не знали, как это делать. А сейчас вы смотрите видео, вы делаете эти озвучки и практикуетесь. Или же, например, вы интересовались каким-то языком, и вот сейчас, например, с нами наши друзья, которые тоже волонтеры, они занимаются переводом и переводили конференцию последнюю на более чем 100 языков. На самом деле никто никого не заставлял что-то делать. У некоторых из нас здесь есть дети, у других, но у нас у всех есть родные, близкие, мы все понимаем ситуацию, которая сложилась сейчас, что происходит с нашей экологией, с нашей планетой. Это влияет на каждого человека. Ни один человек не может быть безразличен к климату, к изменениям климата, потому что абсолютно каждый человек на планете попадет под это влияние. Неважно, это экономически стабильная страна и нет, независимо от того, у кого какой банковский счет или какой дом. На самом деле это те шаги, которые мы сейчас делаем, чтобы стать героями, это простые шаги. Не надо ничего огромного делать, так чтобы весь мир узнал о вашем имени. Но просто можно позвонить бабушке и рассказать ей о созидательном обществе. Или же к племянникам, к племянницам, которые подростки. Они огромно участвуют в том, что происходит с экологией, потому что все в этом участвуют. Поделитесь с ними темой созидательного общества, и таким образом мы сможем приумножить количество людей, которые действуют. Не слушайте мысли, которые к вам приходят, что ты неважный, твои действия мелкие, неважные, тривиальные. Нет, нет мелких действий. Каждый человек, который сегодня здесь отвечал на вопросы, мы делаем это просто потому, что у нас у всех одинаковые мысли, абсолютно по каждому из этих вопросов. На каком-то этапе, да, даже участвуя уже в проекте «Созидательное общество», приходили такие мысли. Но ценность жизни человека — это действительно огромная ценность. Как многие люди сказали, планета просто не выживет без людей, нет смысла в ней. Поэтому даже те действия, которые вы делаете сейчас, мелкие действия, они важны. Без того, что вы действуете, без наших людских действий, планета не выживет. Возможно, в будущем это было бы реально, но не сейчас. Большое спасибо, что вы сейчас были с нами. Надеюсь, что Марина тоже расставит важные акценты этого проекта. Спасибо большое, Джейсон. Большое спасибо всем за то, что привнесли такие практические примеры, как мы можем найти информацию, как можем участвовать в проекте «Созидательное общество», потому что это на самом деле очень-очень важно для каждого из нас найти правильный способ, как мы можем привнести на самом деле что-то полезное для этого проекта всего человечества, потому что сейчас наше будущее зависит от наших действий. Человечество стоит на очень тонкой грани, и мы об этом слышали сегодня. Либо катаклизмы сметут нас всех, либо мы выйдем на новый уровень развития нашей цивилизации. Выбор за каждым из нас.
В конференции «Глобальный кризис. Время правды» мы услышали много примеров того, как уродлив потребительский формат общества, как он ужасен. Он не выдержит натиска стихий, которые неумолимо нарастают уже сегодня. Именно поэтому созидательное общество — это единственная действующая модель, единственная альтернатива для всех. И почему бы нам не объединиться и не сделать этот решающий шаг навстречу созидательному обществу? Совершенно очевидно, что созидательное общество выгодно абсолютно всем, поскольку оно обеспечит выход человечества на новый виток эволюции, откроет огромные перспективы в развитии науки и медицины, доступных каждому человеку. Это наш единственный способ противостоять климатическим стихиям, улучшить экологию и жизнь во всех сферах нашего общества. Это возможность для тебя, мой друг, раскрыть свой внутренний потенциал в безопасном, стабильном и процветающем мире. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, друзья, и расскажите про этот шанс абсолютно всем. Эту возможность построения созидательного общества, потому что эта информация должна дойти до каждого человека, потому что только объединив потенциал всех живущих на Земле, мы можем остановить климатическую угрозу, а также превратить нашу планету в процветающий мир, где каждый человек счастлив. Дорогие участники, дорогие зрители, спасибо большое, что были сегодня с нами. Мы благодарим вас за ваше внимание и за вопросы, которые вы нам присылаете. Сегодня крайне важно, чтобы у нас всех не осталось ни тени сомнения и недопонимания в темах, поднятых на конференции «Глобальный кризис. Время правды». Поэтому давайте разбираться в этом вместе. С большой радостью мы приглашаем вас на следующий выпуск международной дискуссии, который будет в ближайшем времени. Если у вас остались вопросы или вы бы хотели поделиться своими пониманиями, пожалуйста, отправляйте их нам на почту info@creativesociety.com. Большое спасибо еще раз за то, что были с нами. Мы ждем ваши отзывы и видео. Увидимся скоро на канале Созидательное общество. Человечество. Разные расы, национальности, религии. Но мы все плывем в одной лодке в этом океане жизни. И курс всепоглощающего потребительства, которым движется наш общий корабль сейчас, ведет нас к пропасти. Еще немного, и мы безвозвратно провалимся в пучину катастроф экономических, социальных, климатических. Возможно, кто-то еще не хочет замечать и принимать очевидные факты, боится обернуться и увидеть реальность в бесконечной спешке, простых ежедневных заботах, в гонке за успехом и выживанием в этом мире потребительства. Но с каждым днем все больше и больше людей останавливаются и задают себе вопросы. Куда катится этот мир? Что ждет меня и моих детей в будущем? Как сделать так, чтобы мир был безопасным, счастливым, процветающим? Ведь каким бы ты успешным не был, если весь мир рушится, избежать горькой участи не получится. Мы можем изменить вектор движения нашего мчащегося в пропасть корабля и вместо пропасти потребления направить его в русло созидательного общества. Но мы можем сделать это только вместе. Нам нужно объединить наш общий человеческий потенциал, стать единой цивилизацией и грести в одну сторону. Объединившись в одной цели, направить наше внимание, усилия, знания, умения на выстраивание нового курса. И то, насколько быстро мы сможем это сделать, зависит от выбора каждого. Спасение только в объединении. Только совместными усилиями мы сможем построить действительно достойный мир.
Мир, в котором будет будущее для нас и для наших детей. И это созидательное общество. У нас еще есть шанс. Так давайте им воспользуемся.